Каждый визит имеет свои особенности и цели. Они зависят от формата встречи и задач, которые ставят перед собой обе стороны. К примеру, важной частью протокола государственного визита является церемония встречи прибывшего президента в аэропорту. Обычно главу государства встречают на самом высоком уровне. В зависимости от протокола страны в аэропорту его приветствует президент, премьер-министр или другой высокопоставленный чиновник. Кроме того, встреча может сопровождаться военным почетом, включая залпы орудий, выстрелы из ружей, а также парадом почетных караулов. В обязательном порядке красная дорожка, цветы, в некоторых случаях оркестр, либо короткая концертная программа. Это все происходит в аэропорту. Высокий гость прибывает сюда, здесь проявляется высшая форма международного гостеприимства, соблюдаются все необходимые элементы визита, то есть построение почетного караула, вывешивание флагов не только на встрече, место встречи аэропорт, например, государственная резиденция, но и по всей столице принимаемой страны. И также сопровождение тоже идет на самом высоком уровне. В рамках такого визита подписываются важнейшие соглашения и договоры, которые затрагивают различные сферы взаимодействия стран, от экономики до безопасности. Государственный визит демонстрирует стратегическое партнерство между государствами и служит основой для дальнейшего углубления двухсторонних отношений. Государственный визит предусматривает в основном двусторонние мероприятия, и поэтому пакет документов, которые готовятся, как правило, это высшего порядка межгосударственные договоры, которые означают очередную веху укрепления двустороннего сотрудничества. Затем во время государственных визитов также проходят важные государственные и мероприятия. Кроме того, президенту, высокопоставленному гостю, оказываются высокие почести, например, официальная церемония, в которой присутствуют не только президенты, но и другие важные лица страны. Важно понимать, что такое внимание уделяется всем президентам без исключения, которые посещают страну с государственным визитом. А вот официальный визит менее формальный, чем государственный, но все же важный для двусторонних отношений. Здесь, в аэропорту, президента может встретить как его коллега, так и члены дипломатического корпуса. Обычно такой визит направлен на углубление экономических связей. Официальный визит – это основной вид визита, отражающий официальные дипломатические отношения с иностранным государством. Второй по статусу вид визита в Кыргызскую республику для глав иностранных государств и высший вид визита в Кыргызскую республику для глав правительств и глав внешнеполитических ведомств, а также спикеров парламентов иностранных государств. При рабочем же визите президента в другую страну встреча в аэропорту обычно менее торжественная, чем при государственном или официальном визите. Встречу часто осуществляют министр иностранных дел или заместитель премьер-министра, местные дипломаты. В зависимости от темы визита встречать могут посол или другие высокопоставленные дипломаты. Так как рабочий визит, как правило, носит более практический и краткосрочный характер. Такие визиты могут быть организованы для решения конкретных вопросов. Рабочий визит – это визит, который проходит с конкретной целью. Под рабочим визитом мы подразумеваем прибытие главы иностранного государства для ведения консультаций и обмена мнениями по представляющим взаимный интерес вопросам или подписания договоров или каких-то соглашений. Также следует отметить, что прибытие глав иностранных государств в Кыргызстан в рамках многосторонних встреч глав также относится к рабочим визитам. Каждый визит президента – это важный шаг в установлении и развитии международных отношений. Формат визита напрямую влияет на его цели и последствия для обеих стран. Государственные визиты подчеркивают стратегическое партнерство и важнейшие соглашения, в то время как официальные и рабочие визиты часто направлены на решение более узких и практических вопросов. Малик Аюпов, Меримбек Чусубекулу, ЛТР Бишкек.